Друзья, сегодня мы с вами познакомимся с мотобуксировщиками фирмы Regal Moto. Они нам на обзор представлены автодомом Кармен. И хотелось бы сразу отметить, что данные мотобуксировщики производятся у нас в России, в городе Рыбинск. Оснащены они все двигателями Samsung, это корейская фирма. И, соответственно, данный двигатель является копией двигателя Honda GX. Мощность данных мотобуксировщиков варьируется от 15 до 17 лошадиных сил в зависимости от модели. Первая модель, которую хотелось бы рассмотреть, она достаточно интересная. Называется она NAS 600, оснащена двигателем мощностью 15 лошадиных сил. И можно так сказать, что здесь вы находитесь впереди, то есть мотобуксировщик у вас сзади, некое подобие, можно сказать, снегохода. Ну и, соответственно, в сани вы можете положить свой груз, который вы перевозите. Также можно разместить часть груза вот здесь, и можно даже что-то положить вот сюда. Ну и, соответственно, данный мотобуксировщик в этой комплектации вы можете превратить в классический, если вы уберете вот эти передние сани и все модули управления перенесете на вот эту ручку. То, соответственно, мотобуксировщик превращается уже в классический вид, и им можно пользоваться как обычно. Следующая модель у нас оснащена более широкой гусеницей. Оснащен также двигателем Samsung, уже более мощным, 17 лошадиных сил. Оснащен он также спидометром и электростартером. Мы сейчас на данном мотобуксировщике немного поездили, и надо отметить, что тяга у него гораздо больше. То есть здесь были размещены 3 человека, и он с легкостью, без особых усилий буксировал данный груз. Мы сейчас буквально некоторое время назад буксировали достаточно большой груз вот этим небольшим мотобуксировщиком. Сейчас попробуем тот же самый груз взять самым большим мотобуксировщиком в линейке Regal Moto. Это полтонны, 500 килограмм. Он даже не напрягается. Ну что, как видите, вообще без всяких усилий. То есть, если вам нужен тяговитый, мощный мотобуксировщик, вы постоянно буксируете, перевозите большое количество вещей, то, я думаю, вот эта модель для вас. Эта модель, я напоминаю, с сдвоенной, с широкой гусеницей. Использование мотобуксировщиков, оно имеет такой широкий диапазон. Кстати, надо отметить, что данные гусеницы, их можно использовать также и летом, в летний период, то есть по грязи, по болотам они спокойно будут идти. Это всесезонный аппарат. Ну и, наверное, классическое использование — это добраться до места рыбалки. То есть вы подъезжаете на автомобиле на берег, выгружаете мотобуксировщик и уже спокойно двигаетесь для установки палатки, бурения лунок и, соответственно, рыбалки. Ну и, наверное, не стоит говорить, что лучше, конечно, вести весь бутер, все вещи на мотобуксировщике, чем на собственных плечах или тащить те же сани по реке. Ну и следующая модель, которую мы сегодня рассмотрим, это модель с двигателем на 17 лошадиных сил фирмы Samsung. Все, кстати, все мотобуксировщики оснащены также светом для передвижения в ночное время суток, в темное время суток. Ну и также он оснащен электростартером. Заводится он также просто как обычный автомобиль. Хотелось бы отметить небольшие различия. Вот у данной модели реверс и передний ход переключается вот таким образом. То есть вот так это будет движение назад. Соответственно, чтобы сделать вперед, вам нужно переключить рычаг положения вверх. А у данной модели реверс переключается вот этим рычагом. То есть он выведен чуть поближе. Так, ну а сейчас проверим ходовые качества. Ну, сделаем это на пустом мотобуксировщике, чтобы показать максимальную скорость, попробовать. Ну и, соответственно, как он себя будет вести в движении. Поставим для этого данную камеру, которая также пишет скорость и основные параметры поездки.
нужно, конечно, если у вас будут там вещи, то вам будет удобнее сидеть. Немного на коленях не очень удобно. Если вы стоите, как бы можно стоя ездить, да, но надо смотреть, конечно, быть аккуратным во время движения. Кстати, хотелось бы показать интересный момент. В данном двигателе есть защита от переворота. То есть, если, допустим, ваш мотобуксировщик накренился и лег на бок, то он автоматически выключается. Вот смотрите. То есть это позволяет дополнительно защитить ваш двигатель, то есть перевернув его обратно, вы уже без каких-либо последствий можете двигаться далее. Аттракцион! Перед нашими поездками для съемки мы залили полный бак в один из мотобуксировщиков. После этого попробовали сделать приблизительный замер расхода топлива. Кстати, объем бака у мотобуксировщика 6,5 литров, а расход по паспорту составляет 4,1 литра в час. Что касается непосредственно нашего выезда, расстояние трека по GPS вышло в 10,5 километров. Прибавим к этому километра 1,5, которые проехали без меня во время съемок с воздуха, и получаем расход 2,5 литра на 12 километров. Ну и после нехитрых подсчетов вышло 20 литров на 100 километров. Так, сейчас сколько там осталось? Пол-литра. Пол-литра, да? 2,5 литра. Мы продемонстрируем, как можно вдвоем поместить мотобуксировщик в автомобиль, в багажник автомобиля. Держишь? Оп-оп. Ну и вот так располагается мотобуксировщик в багажнике автомобиля Toyota Surf. Так, а теперь загружаем мотобуксировщик в автомобиль Toyota Corolla. Ого. Слушай, очень нормально. Саня сзади привязать. Ну, если багажник имеется, туда сверху положим. Да, по идее, если сани у вас будут пошире, то можно в сани поместить мотобуксировщик и, соответственно, уже поместить в багажник автомобиля. Друзья, сегодня мы с вами познакомились с мотобуксировщиками от компании Regal Moto. Данные мотобуксировщики вы можете посмотреть и приобрести в автодоме Кармен. И я думаю, что это неоспоримый помощник на охоте, на рыбалке, по хозяйству. Широкая линейка данных мотобуксировщиков удовлетворит любые ваши желания и потребности. Ну и с вами был Руслан Ачиров. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и удачи на дорогах.